243 года исполняется сегодня Назрани. Она была основана в 1781 году. Сегодня это современный и динамично развивающийся город с богатой историей и инфраструктурой. С 1995-го Назрань является самостоятельной территориальной единицей Ингушетии. До 2000 года она была столицей нашей республики. Сегодня здесь проживает больше 150 тысяч человек. Здесь живут трудолюбивые, добрые, гостеприимные люди. В дальнейшем здесь будут реализованы новые проекты. В Назрани построены современные объекты, меняется дорожная инфраструктура, переселяют граждан из аварийного жилья. Решаются многолетние проблемы и не только. Проведен капитальный ремонт центральных улиц, поменяли ветхие линии водоснабжения, появились пешеходные дорожки, дополнительные развязки. Жителей Назрани поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также счастья и мира во всем. Управленческой команде Назрани вручили диплом о профессиональной переподготовке по итогам обучения по программе «Гостеприимные города» в школе управления Сколково. Годовое обучение команды завершилось. Эксперты из ВПРФ, школы управления Сколково, Минэкономразвития России, модераторы электро мирового уровня обучали команды из наиболее перспективных 200 городов России, как правильно развивать туризм и последовательно развивать экономику города. Церемония вручения прошла в центре Москвы, в концертном зале «Зарядье» и включала в себя несколько этапов. Напомним, что обучение команды было бесплатным, и город Назрань стал единственным городом из Ингушетии, получившим приглашение на обучение. Сегодня День отца. Важный семейный праздник отмечается в России с 2021 года в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Дата его празднования – 3 воскресенье октября. Этот день способствует сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркивает роль мужчин в воспитании детей. Привлечение внимания к теме отцовства – важный момент семейной политики, где полноценная семья – это папа, мама, дети. Ряд задач по поддержанию семьи и воспитанию детей – это функция отцов, чья роль не менее важна, чем роль матери. Особенно это чувствуется в многодетных семьях, где роль отца – базовая основа большой семьи, а личный пример – гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества. Ко дню отца представители партии «Единая Россия» встретились с семьей Барахоевых. Отец Иса Барахоев в зоне специальной военной операции во время артобстрела потерял зрение. Исе Барахоеву 36 лет. В 2022 году он вернулся с передовой, на которой находился с самого начала. Служил по контракту, заключенному с Министерством обороны России. По званию старший сержант. Со своими детьми и супругой находится на особом внимании у властей региона. Партийцы провели церемонию награждения за большой личный вклад и участие в специальной военной операции в зоне боевых действий, патриотизм и активную гражданскую позицию. Социальный фонд совершенствует меры социальной поддержки. С 1 января 2025 года изменится порядок выплат по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы. Надбавка в 1200 рублей по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы будет назначаться без заявления гражданина. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, больше не надо. Выплаты включаются в состав страховой или социальной пенсии. Если у гражданина 2 пенсии, надбавка назначается к одной из них. Для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, действующие выплаты по уходу сохраняются до завершения текущих периодов. Также будет индексироваться вместе с пенсией надбавка в 1200 рублей. Инвалидам с детства первой группы без ухода за ними. Выплаты в размере 10 тысяч рублей продолжат получать родители и опекуны, ухаживающие за инвалидами с детства первой группы. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. В России дата установлена в 1996 году. В наши дни новое масштабное дорожное строительство преображает федеральные трассы, региональные, местные дороги. Благодаря новым и обновленным трассам меняется к лучшему жизнь тысяч людей. Создаются условия для развития инновационного бизнеса. Дорожная отрасль становится настоящим локомотивом российской экономики. Особое внимание состоянию дорожной инфраструктуры уделяют в нашем регионе. В Ингушетии первыми в России реализовали нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В рамках социального проекта «Наследие предков», который получил грантовую поддержку от хэштег «Росмолодежь гранты», учащийся 17-й школы селения Верхней Чулуки Батыр Гагиев был награжден за участие в конкурсе на лучший профилактический ролик. Этот проект направлен на сохранение ингушской культуры и профилактику негативных проявлений в молодежной среде. Батыр смог продемонстрировать креативный подход к серьезной тематике, привлекая внимание сверстников к проблеме экстремизма. Конкурс, в котором принял участие Батыр, направлен на сохранение культурных традиций среди молодежи и борьбу с противозаконными явлениями, такими как экстремизм и терроризм. Работы участников отражали креативный подход к данной проблеме и ярко иллюстрировали их взгляды на будущее.
Зелимхан Бакаев, герой матча с «Локомотивом». Полузащитник «Химок» оформил голевой дубль в ворота одного из лидеров чемпионата. Мячи, забитые Зелимханом, стали единственными в игре и принесли долгожданную и важную победу «Химкам». Первый гол вингер забил на 54-й минуте Антон Заболотный. Поборолся возле чужой штрафной. Мяч отскочил к Зелимхану, который мощно пробил в дальний угол ворот. Через 6 минут Зелимхан перехватил мяч в чужой штрафной, обыграл соперника и пробил между ног голкиперу железнодорожников. Для игрока это первые голы РПЛ в текущем сезоне. До этого он дважды отличился в Кубке России. Поразил ворота Ростова и Локомотива. Ингушский государственный театр юного зрителя представит спектакль «Гадкий утенок» на 4-м международном фестивале детских камерных театров «Волшебный фонарик» в Санкт-Петербурге. С 2021 года театр Унарских ворот проводит этот фестиваль при поддержке Комитета по культуре и Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России, благодаря чему лучшие детские театры показывают свои спектакли для детей. В этом году в фестивале будет принимать участие коллектив Ингушского государственного театра юного зрителя с 22 по 26 октября.